В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Почти 30 представителей университетов и институтов со всей страны прибыли в республику на заседание Ассоциации строительных вузов. Во главе угла грядущие изменения в системе высшего образования страны. В Якутске стартовал 17-й республиканский этап профессионального конкурса «Воспитатель года». В этом году его участниками стали 25 лучших воспитателей детских садов. Сегодня в России отмечают День социального работника. Это праздник тех, чье призвание – помогать сопереживать и быть рядом с людьми. Почти 30 представителей университетов и институтов со всей страны прибыли в столицу республики на заседание Ассоциации строительных вузов. Мероприятие проходит на базе Северо-Восточного федерального университета. Во главе угла грядущие изменения в системе высшего образования России. В следующие 2 дня ректоры и преподаватели обсудят, как трансформировать действующие сейчас методички и улучшить процесс обучения будущих строителей. Все мы слышали о том, что идут трансформационные процессы в сфере высшего образования, связанные с уходом от болонской системы. В частности, мы будем обсуждать новый состав Федерального учебно-методического объединения. В прошлом году по линии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации был принят соответствующий нормативный документ, и мы должны определиться и актуализировать состав в соответствии с его требованиями. Более 80 учеников Намской улусной гимназии имени Николая Хлопкова стали курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин». На базе гимназии начались военно-полевые сборы для 8 и 10 классов. За 5 дней интенсивного обучения ребята будут осваивать огневую подготовку, медицинскую тактику, управление БПЛА, научатся вести себя в различных экстремальных условиях. Программы будут стимулировать курсантов к дисциплине, развивать выносливость, уважение к товарищам и командной работе. Они не только дают необходимые военно-прикладные навыки, но и закладывают в молодежь правильные смыслы о любви к родине, честности и стремлении трудиться на благо своего Отечества. Цели, задачи лагеря, конечно, намного шире и больше, да, и это и патриотика, и спортивная подготовка, и военная подготовка. Поэтому эти все, вот в целом, эти все как раз направления, мы думаем, что за эти 5 дней хватит. 10 лет движению юнармии в Доме правительства прошло торжественное заседание российского детско-юношеского движения. Отличившихся курсантов наградили по итогам всех лет работы. Своих обладателей нашли знаки отличия и благодарственные письма за участие в проектах движения. Сегодня в юнармии, к слову, состоит более 10 тысяч детей со всей Якутии. В каждом селе, районе или городе есть свое первичное отделение, куда могут вступить юноши и девушки уже с 8 лет. Она 2,5 года занимается, как и многие наши дети. Очень нравится ей. Вот она такая девочка была, но придя в юную армию, она стала таким настоящим патриотом. Она стала изучать историю, она научилась собирать автоматы, освоила различную технику, такую как вот ведение дронов. Во всех районах существуют штабы юной армии, можно обратиться в штабы, а также через образовательные организации. Конечно же, в каждом образовательном организации есть представители юной армии. Центр дополнительного образования детей в Усть-Алданском районе является республиканской инновационной площадкой. Педагоги во время каникул проводят здесь краткосрочные образовательные программы по разным направлениям. Здесь дети каждый день по 3 часа занимаются запуском дронов, снимают кино и рисуют. И все это длится в течение недели. Отличие от полнодневного лагеря состоит в том, что здесь ограничений на посещение занятий нет, поэтому охват школьников намного выше. Сегодня такие занятия посещают уже более сотни детей. 15 июня, так как мы являемся филиалом детской эстрадной студии «Тулуйхан», данный лагерь будет работать в течение 10 дней до 25 июня. И в дальнейшем мы еще в этом месяце собираемся проводить наши программы в отдаленных наслегах нашего улуса, так как они являются нашими филиалами, проводить различные выездные краткосрочные программы для детей.
В Якутске стартовал и 17-й республиканский этап профессионального конкурса «Воспитатель года». В этом году его участниками стали 25 лучших воспитателей детских садов, прошедшие муниципальные и улусные этапы. В течение 4 дней им предстоит пройти различные творческие задания. По итогам соревнований будут определены 5 лауреатов республиканского этапа. Воспитателю же с наилучшим результатом выпадет возможность представить Якутию уже на всероссийском этапе профессионального конкурса. Тех, кто с первых лет учит. Очень символично. Воспитатели года в республиканском я вообще принимаю 2-й раз участие. На первый раз, когда я приезжала, были впечатления, были эмоции, но было, наверное, у нас мало подготовки. Сейчас мы набрались сил, свои ошибки увидели прошлого раза, и сейчас вот приехали попробовать свои силы еще раз. Эмоций очень много, положительных, новые знакомства, опыт приобретается очень большой. Ну что ждем? Ждем победы, ждем участия, ждем эмоций. 8 июня в России отмечают День социального работника. В этот день наши коллеги побывали на мероприятии Миконского центра содействия семейному воспитанию. Одна из форм работы Миконского центра содействия семейному воспитанию – это проведение дней открытых дверей для потенциальных опекунов, усыновителей, спонсоров и просто неравнодушных жителей района. К этому дню готовятся все дети, рисуют, мастерят поделки, а педагоги готовы проконсультировать и рассказать о возможностях поддержки семей с детьми, ответить на вопросы. Такой диалог дает результаты. Так, с начала 2024 года 13 воспитанников центра вернулись либо в кровную семью, либо оформлены в опекунскую. А все желающие могут прийти в наш центр, познакомиться с детьми, посмотреть, как они живут, поговорить с нашими специалистами. В основном приходят неравнодушные граждане, которые интересуются вопросами такими, как опека над ребенком, как ребенка взять на гостевой режим, ну и так далее. Наши специалисты подробно отвечают на данные вопросы, и тогда у граждан появляется желание взять ребенка, и они понимают, что это не так все прям очень сложно, как кажется на первый взгляд. День социального работника – это праздник тех, чье призвание помогать, сопереживать и быть рядом с людьми, которые по той или иной причине одиноки. Одним из таких специалистов является Варвара Черяева из Покровска в Хангаласском районе. Наш корреспондент Виолетта Засимова провела с ней один день и узнала особенности этой непростой профессии. Утро Варвары Черяевой начинается не в кабинете, а за рулем автомобиля. С 2014 года она ежедневно в будни навещает своих подопечных. Сейчас их всего 13 человек в возрасте от 60 до 87 лет. И среди них 7 инвалидов и 3 ветерана труда. Лекарства пьешь, которые купили? Первая по графику Раиса Петрова. С ней Варвара знакома уже около 8 лет. Пожилая женщина довольно мобильна для своего возраста, хоть и долгое время вовсе не выходила из дома. Благодаря Варваре она теперь 1-2 раза в неделю гуляет в городском парке или на набережной с видом на реку Лену. Раиса Андреевна любит рассказывать о своем прошлом, как в детстве жили. И что делали вчера, что будем делать завтра, какие новости покровские. По пути на второй адрес Варвара заезжает в магазин. Покупка продуктов – задача ответственная. Вкусы и предпочтения каждого своего подопечного она знает наизусть. Я обычно стараюсь купить своим подопечным вот такие вот молочные продукты, фрукты, то, что полезно. Сильно жирные тоже не покупаем. С этой квартирой у Варвары связана особая история. Ее хозяйка – инвалид и мать погибшего участника СВО. Когда женщина осталась одна в сложнейшей жизненной ситуации, в частном доме без благоустройства, Варвара помогла оформить документы, найти и приобрести это жилье. Переехала, даже года нет еще. Вот все, мебель новую все купила, даже посудомоечную машину, стиральную машину, вот научились пользоваться стиральной машиной. Все условия для комфортной жизни. А в этом доме Варвару встречают строгая, но благодарная бывшая учительница начальных классов Людмила Михайлова. Ее сын живет в другом городе, быть рядом он не может, но благодаря Варваре всегда спокоен за маму, они постоянно на связи. Он пенсию получает, рассчитывается за проживание, за воду, и заказывает
купи то. Если я не закажу, он закажет. Один день из жизни социального работника – это круговорот чужих судеб, забот и бесконечного терпения. Пожилые люди требуют особого внимания, ведь у многих с возрастом ухудшается память и здоровье. Они вот ходят, спотыкаются и могут упасть. У нас несколько ситуаций таких было. Поэтому я вот с 1 января начала работать над проектом, где мы работаем вместе, совместно с гериатром. Разные упражнения делаем. Например, раскраски, стишки короткие. Такие специалисты, как Варвара Черяева, люди универсальные. Они умеют все, от помощи в юридических вопросах до простого человеческого сочувствия, которое порой лечит лучше любых лекарств. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. К слову, День социального работника отмечается вот уже 26-й год подряд. Всех трудящихся в этой сфере поздравили сегодня и в Верхнебелюйске. В торжественном мероприятии вручили награды и благодарственные письма лучшим сотрудникам. Следом за этим провели спортивный турнир, в котором приняли участие около 10 команд. Соревновались в дарте, настольных играх, корнхоле, показали настоящую командную работу и сплоченность. Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, это не просто тяжелая работа. Она требует не сколько физической выносливости, сколько душевной силы, доброго сердца и сострадания. Мы присудили премии для увековечения памяти наших ветеранов. Это премия имени Зои Васильевны Тарабукиной. Она у нас работала с 1994 года по 2004 год начальником управления социальной защиты населения. И имени Марии Кирилловны Чомчоевой она у нас работала с 1996 года по 2023 год главным специалистом управления соцзащиты населения. Масс-рестлинг, зародившийся в республике, продолжает укреплять свои позиции на международной спортивной арене. Сегодня Международная федерация масс-рестлинга объединяет уже 65 национальных федераций сразу с 5 континентов. А число стран, развивающих этот вид спорта, продолжает расти. Очередным важным этапом в развитии дисциплины станет чемпионат мира по масс-рестлингу, который пройдет уже в ноябре этого года в Казани, в столице Татарстана. Турнир включен в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации. Это были все новости к этому часу. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей в наших социальных сетях, в том числе и в мессенджере Макс. До встречи в дальнейших эфирах.